Владимир Валерьевич, в качестве исполняющего обязанности премьер-министра, какие первоочередные шаги вы наметили? Как известно, вчера избранный президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович Гумба подписал указ о моем назначении в качестве исполняющего обязанности премьер-министра. И вчера же на встрече с кабинетом министров избранный президент республики поставил задачи по повышению качества жизни наших граждан, по увеличению благосостояния наших граждан. В этой связи мы нацелены на продолжение работы по устойчивому экономическому развитию нашего государства. Перед членами правительства поставлена конкретная задача, как и прежде, прилагать все усилия для достижения, для реализации основных задач и функций в уполномоченных им сферах. Очень важно, наверное, обратить внимание на то, что все задачи, о которых мы говорили, и все меры, которые мы будем принимать, они должны приниматься в максимально короткий срок, с наибольшим уровнем качества и, разумеется, с высокой степенью ответственности. Вот, наверное, коротко я бы хотел сказать об основных направлениях в настоящее время деятельности членов правительства. До сформирования нового состава правительства мы будем работать с тем составом, который утвержден ранее. Очень рассчитываю на то, что работа будет, как и прежде, весьма слаженная. Результаты будут оглашаться, придаваться огласке. Мы всегда в этом плане имели такую точку зрения о том, что придавать это широкой публике, давать этому оценку, естественно, должен народ. Самое главное для нас в работе правительства – это предоставлять качественные государственные услуги, к чему мы, естественно, стремимся. Очень важна позиция главы государства по поводу сохранения и развития тех направлений, сфер деятельности, которые имеют международное значение. Здесь мы работаем в этом направлении, как всегда, очень предметно, тесно. В настоящее время проходит проработку ряд документов, которые будут проходить внутригосударственные процедуры для того, чтобы подписывать их с коллегами из Российской Федерации, в том числе связанные с повышением размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе и по подписываемому документу о признании ученых степеней и званий, крайне важный документ для наших сторон. Поэтому, еще раз, наверное, повторюсь, что задача перед правительством стоит достаточно конкретная, и мы готовы к ее выполнению. Как известно, бюджет на 2025 год еще не принят. Какие перспективы его принятия? Как это скоро может произойти? Действительно, бюджет, а именно закон о республиканском бюджете на 2025 год еще не принят парламентом Республики Абхазия. Он только рассмотрен был в первом чтении. Далее проходили комитетские заседания. Мы вместе с коллегами проводили консультации и переговоры в Народном собрании парламента о возможных корректировках и изменения параметров бюджета. Несомненно, это связано с тем, что бюджетный процесс, который позволяет формировать бюджетные параметры на очередной финансовый год, естественно, он проходит до наступления нового финансового года. Но с учетом того, что у нас закон о бюджете не был принят, соответственно, в 2025 году необходимо было внести изменения уже с учетом того периода, который мы прожили в 2025 году. Здесь очень важно сказать о том же, как же исполняется республиканский бюджет при отсутствии закона о нем. Дело в том, что наше бюджетное законодательство предоставило иммунитет
в этом случае для бюджетной системы. В случае, если бюджет не вступает в силу, то применяется на территории республики мера по временному управлению бюджетом. В соответствии с этой нормой был принят нормативный правовой акт ведомственного уровня с учетом того, что до принятия закона о бюджете исполняются параметры бюджета 2024 года. Причем объемы этих параметров доводятся в размере 1/12 ежемесячных значений. Но есть очень важная особенность, я на нее хочу обратить внимание. Дело в том, что в случае непринятия бюджета в первом квартале, тогда вступает следующая норма, которая уже не дает нам возможность обеспечивать в полной мере 1/12 параметров прошлого года. О чем речь идет? Будут осуществляться расходы только текущего характера, все капитальные расходы будут приостановлены. Поэтому я очень рассчитываю на то, что в течение этого месяца законопроект о республиканском бюджете на 2025 год с учетом уже практически согласованных позиций по внесению изменений, дополнений в него, проработке в парламенте с участием депутатов парламента, представителей комитета бюджетного. Мы еще раз рассмотрим его и очень рассчитываю на поддержку депутатов в том, что закон о республиканском бюджете будет принят, и тогда мы сможем полноценно его исполнять. Владимир Валерьевич, а что будет с долгами по бюджетным обстоятельствам по 2024 году? На самом деле этот вопрос достаточно остро стоит. Дело в том, что, как известно, у нас в прошлом году отдельная часть бюджетных обязательств не смогла быть обеспечена финансированием. В этой связи мы стараемся по мере возможности эти расходы перенести на текущий год. Ну, с учетом этих обстоятельств я могу вам сказать, что и в бюджете 2025 года уже по отдельным распорядителям, по отдельным министерствам, ведомствам эти расходы, так называемые бюджетные обязательства прошлых лет, они предусматриваются для финансирования в текущем году. Но здесь особенность в чем? Дело в том, что если бюджетные обязательства, они еще не приняты как таковые полностью, то есть если не составлен контракт, не приняты денежные обязательства, то тогда мы на эту позицию смотрим следующим образом. Дело в том, что обязательств как таковых, либо задолженности перед поставщиками товаров, работ, услуг для государственных нужд еще не возникло. Но, понимая значимость, понимая необходимость финансирования расходов на функционирование деятельности бюджетных учреждений, и не только бюджетных учреждений, там у нас достаточно большое количество программных мероприятий, в том числе по программе развития сельского хозяйства мы не обеспечили в полном объеме финансирования, по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, там, ну и ряд других, мероприятий, в том числе жилище. Программа жилища тоже не полностью была обеспечена. Поэтому мы эти расходы по возможности, естественно, перекладываем на 2025 год. Я, наверное, особо еще хотел бы подчеркнуть о том, как же все-таки исполняется бюджет в текущем году, и несколько слов сказать об исполнении бюджета минувшего года. Я об этом часто говорю, когда мы рассматриваем итоги бюджета определенного периода внутри года, либо целый бюджетный период. Дело в том, что в последние годы устойчивая тенденция намечена поступательная по росту собственных доходов. Соответственно, мы в динамике видим и увеличение расходов. Причем тех расходов, которые имеют социально значимую важность. Мы за предыдущие годы имели возможность увеличить в несколько раз расходы социального характера, увеличивали расходы на
меры по поддержке значит, отдельных отраслей экономики. Колоссальные ресурсы были направлены на меры по поддержке энергетической отрасли. Очень важно отметить, что итоги минувшего года у нас ознаменовались показателями собственного дохода государственного бюджета в 12 миллиардов рублей. Официальные данные мы уже направили в соответствующие государственные органы. Естественно, в свое время еще и Министерство финансов направляло и в администрацию президента, на тот момент в кабинет министров, о итогах деятельности, значит, финансового ведомства страны с учетом, значит, результатов исполнения бюджета. У нас было запланировано 10 миллиардов рублей, да, и исполнено в 12 миллиардов рублей. Но дело в том, что сам бюджет как таковой, он исполнен не на 100%, потому что мы все прекрасно знаем, что были ограничения по поступлению средств российской финансовой помощи, и нам приходилось в прошлом году замещать ее. Но те меры, которые мы предпринимали, начиная с сентября месяца прошлого года, дали определенный результат. Мы увидели обратную связь. И эта обратная связь уже на протяжении, еще раз повторюсь, нескольких лет. Налогоплательщики, понимая, что они, являясь добросовестными налогоплательщиками, уплачивают налоги в бюджет, и понимая, что эти средства направляются на достижение конкретных целей, задач государства, выполнение основных функций государства, выплачиваются социальные пособия, оказывается медицинская помощь нашим гражданам, материальная помощь нашим гражданам оказывается, осуществляются масштабные ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктурного значения, социально-культурной сферы. Конечно же, это же дает, и это лишь повышает уровень доверия, значит, и отношений между государством и обществом. То есть все вот эти вот напряженные месяцы, там 3,5, да, пополнение бюджета шло в обычном режиме? Пополнение бюджета шло с учетом поступления доходов, которые формировались за счет налогоплательщиков и за счет участников внешнеэкономической деятельности. Здесь, безусловно, я часто об этом говорю, о том, что наши главные администраторы доходов из года в год обеспечивают не только, значит, выполнение либо перевыполнение тех бюджетных заданий, которые установлены им на соответствующий год, но и достаточно уверенно смотрят в будущее, наращивая свой потенциал. Могу сказать и за сегодняшний год. Вот у нас 2 месяца прошло, и темпы роста поступлений налоговых доходов по стране у нас вот там на 21% рост идет. На 83 миллиона рублей мы больше получили в государственную казну, чем в прошлом году за этот же период. На 86 миллионов рублей мы получили больше таможенных платежей, чем за аналогичный период прошлого года. Это очень хорошие, позитивные вещи, о которых мы сейчас говорим. И эту тенденцию надо сохранять. Конечно, нельзя и здесь перегнуть эти показатели. Соответственно, не должно и происходить такого, когда рост доходов бюджета мы наблюдаем, при этом одновременно не снижается, к примеру, сумма задолженности по платежам в бюджет. Такого не должно происходить. Это говорит о том, что мы обратно обращаемся к добросовестным налогоплательщикам. Заплатите своевременно, вы добросовестные, мы благодарим вас за участие в экономической жизни, в социальной жизни нашего государства. Но те, кто не являются, те, кто не платят, но это же, наверное, по отношению к тем, кто уплачивает своевременно, как минимум несправедливо, хотя и тоже будут пользоваться теми же благами. В этой связи, в соответствии с действующим законом, меры, которые установлены, они все по возможности, естественно, применяются. Здесь тоже смело можно сказать о том, что применить, как говорится, карательные меры ужесточения, финансового, экономического воздействия сплошным методом
наверное, это тоже губительный шаг. В каждом конкретном случае надо разбираться. У кого-то на самом деле форс-мажорные обстоятельства, трудное финансовое положение. Но когда фискальные органы обращают внимание, что это не желание уплачивать налоги, ну тогда, наверное, мы понимаем, какие будут приняты решения. Дело в том, что наше налоговое законодательство, я прежде всего о нем хочу сказать, оно не существует для налогоплательщиков, не обязанных платить налоги. Налоговое законодательство, да, достаточно такое консервативное, но хочу сказать, что в нем присутствует достаточно широкий спектр налоговых льгот. Причем я сторонник того, что налоговые льготы необходимо как можно чаще, ну что значит как можно чаще, ну не чаще, скажем, 3 раза в год обязательно пересматривать. Это говорит о том, что налоговые льготы должны быть срочными. По различным обстоятельствам мы с вами видим, как динамично меняется мир, в том числе экономические взаимоотношения. Но сегодня можно предоставить льготы, но они же могут быть не бессрочные, их можно предоставлять на какой-то срок, посмотреть, может быть экономическая активность еще выше становится, может где-то в другой сфере надо переориентировать. Поэтому здесь очень гибко и эластично надо подходить к принятию таких решений. Очень рассчитываю в этом плане, то, о чем я сейчас говорю, на взаимодействие и тесную работу с депутатским корпусом. Здесь мы должны проработать важные направления, естественно, не в ущерб бизнесу, не в ущерб предпринимателю, без увеличения налоговой нагрузки. Это важные позиции. Здесь должна быть справедливая нагрузка, справедливое распределение обязательств. В одном случае со стороны налогоплательщиков, в другом случае со стороны государства. Это вот если они с опережением выплачивают налоги, то им какие-то послабления, да, там? Ну, одно из, наверное, да? Ну, в том числе предоставлять гарантии, будем говорить, преференциального характера. Это очень важно. Или, к примеру, льготу можно, если говорить обратную связь от государства, льготу можно предоставлять путем отсрочки. Не путем освобождения от уплаты налогов, а путем предоставления более длительной по сроку отсрочки. Вот это тоже очень важный инструмент. Предоставление отсрочки – это же, по сути, предоставление беспроцентного пользования средствами бюджета. Ну, понимаем же сегодня, если мы начинаем как бизнес занимать кредит, во сколько он нам обходится. А так государство говорит, что ваш ресурс может быть отсрочен бесплатно. Вот, поэтому это именно так и должно. Да, да, совершенно верно. Спасибо, Владимир Валерьевич. Пожелаем успеха вам в работе. Благодарю, благодарю. В этом смысле правительство всегда открыто для предоставления информации. У нас задача тоже стоит такая: максимально информировать общественность, придавать широкой огласке все принимаемые решения, действия. Это очень важно для нас, поэтому мы продолжим в этом направлении свою работу. Благодарю.